Сегодня мы с вами начинаем новую, большую, возможно, самую большую и самую важную и сложную тему этого семестра. Творчество Иоганна Себастьяна Баха, гениального современника Георга Фридриха Генделя. Гендель великий, а Бах гениальный. 9 лет назад, когда человечество ждало завершения второго тысячелетия, ЮНЕСКО, есть такая организация, ООН, проводила опрос среди нас, не нас, лично сидящих здесь, а среди землян, чтобы выяснить, кого они считают самым великим композитором всех времен народа. И, в общем, голоса поделились между двумя людьми, двумя именами. Вам знакомы и то, и другое. Иоганн Себастьян Бах и Вольфганг Моцарт. Но бесспорно для всех одно, что оба гении мировой музыки. Так вот, если Георг Фридрих Гендель великий композитор барокко, а Бах то Бах гениальный. И если Гендель великий композитор барокко, то Бах великий композитор всех времен, всех эпох. Это гений. Я напомню, что он ровесник Георга Фридриха Генделя, они оба родились в 1685 году. Только Гендель родился в Саксонии, есть такая земля в Германии, а Иоганн Себастьян Бах родился в Тюрингии. Тюрингия — это западнее Саксония, но тоже южная часть Германии, там холмы, город, очень красиво. В Зенах находится недалеко знаменитого города Бартбург. Я понимаю, вы о нем могли не слышать, но там проводились самые знаменитые рыцарские турниры в Германии. И там проводились тогда, в 18 вековье, турниры не только рыцарей как воинов, но и рыцарей как слагателей стихов и песен, германских мини-зингеров. Этот город, это местечко воспето Рихардом Вагнером, Кабор Тангейзер. Так вот, Иоганн Себастьян Бах по многим статьям превосходит Генделя. Во-первых, это величайший или один из величайших мелодистов. Слово это у нас в Якутии имеет забавный смысл, как у нас называют сочинители песен, которые ничего кроме мелодии придумать не могут, иногда даже записать ее не могут. А вообще-то это тот, кто умеет придумывать великие мелодии. Так вот, он величайший мелодист. Как были потом Моцарт, Шопен, Чайковский, Рахманинов, к примеру. Это величайший гармонист. Гармонист, девушки, опять же, не тот, кто играет на гармошке, как мы могли подумать. Это тот, кто придумывает великую гармонию. Так вот, гармония богаче, ярче, изобретательнее, чем у любого гения современного композитора. Когда играешь Генделя, Рамо, Куперена, если брать французов, немцев, итальянцев, ни у кого гармония не является столь современной, столь красивой, богатой. Она сегодня очень современная. Бах – величайший полифонист. Гендель – великий полифонист. В чем отличие? У Генделя великая полифония вокальной музыки, то есть спета голосами, хором. У Баха и там великая полифония, и великая полифония музыки инструментальной, клавирной, оркестровой, органной. И до сих пор, когда любой музыкант сочиняет полифоническую музыку, для него эталон, идеал, до которого он мечтает дотянуться, это полифоническая музыка Иоганна Себастьяна Баха. Настолько мы к этому привыкли, что когда 9 из 10 студентов слышат полифоническую музыку, наверное, Бах. Конечно, это не так. Ее для него писали и в его время, и после пишут сотни музыкантов, композиторов. Но это величайшая полифония в истории музыки. Помните, я вам говорил, а может быть и не вам, что в музыке нет прогресса, в искусстве нет прогресса. И хотя все развивается, но никто не превзошел в этом деле Себастьяна Баха. Так, теперь, Иоганн Себастьян Бах – это музыкант удивительно очень почему. Вы учитесь здесь, вы будете учиться 4 года, получите диплом, кто-то потом в этой консерватории закончит и получит диплом. Ну, когда сделал я. Бах самоучка как композитор. Сочинять музыку его никто не учил. И при этом самый гениальный композитор. Вот такой парадокс. Но самоучка настоящая, вы знаете, не так случайно. Получилось как-то и все. Он очень много работал, он очень много самообучался.
Это был невероятно трудолюбивый, упорный, настойчивый человек, который как композитор, подчеркиваю, как композитор, достиг всего своим трудом. Он знал цену своему таланту, но он часто говорил: любой, кто будет трудиться, как я, достигнет того же. Конечно, того же достичь, даже могут трудиться трудно, не будучи таким гением, но все то, чему он обязан, это в себе, в своей работе. А вот как исполнитель, он получил прекрасное образование. Дело в том, что он не только гениальный композитор, это один из величайших в ту эпоху органистов, клавиристов, виртуоз Божьей милостью. Это музыкальная профессия. А еще он кантор. Да, помните, девочки, кантором называют руководителя церковного хора. Другое слово регент означает одно и то же. Но в Германии предпочитали слово кантор. И поэтому у Себастьяна Баха есть второе имя. Когда вы встречаете в книгах выражение «великий кантор», имеется в виду только один человек – Иоганн Себастьян Бах. Более никто. Вот как рыжий аббат Вивальди, великий саксонец Гендель, так вот великий кантор – это он. Более того, девочки, в общем-то, большую часть жизни Иоганн Себастьян Бах проработал именно кантором. Большую часть жизни, как и не все. Действительно был прекрасным кантором. Так, это был основной его доход, должность. А еще другие музыкальные профессии. А еще он был, как сказали бы сегодня, дирижером камерного оркестра. Тогда говорили капельмейстером. А еще он был певцом в хоре. А еще он был прекрасным скрипачом. Тогда это было обычным делом. В этом смысле вы все, сидящие здесь, недоучены. Поясню почему. Даже вы можете позавидовать вашим однокурсникам, которые не играют на фортепиано. Они играют на двух инструментах. Худо, бедно, но они, кроме своей балалайки, кларнета, играющие на фортепиано, а вы только на фортепиано. А вот в Европе, в колледжах, любой музыкант, на чем бы ни играл, он обязательно изучает дополнительный инструмент. Поэтому европейские пианисты, это как-то с девушкой из Польши говорил, как с студентом, они еще учатся на флейте, на арфе, на саксофоне, еще, на чем-то еще, и правильно делают. Чем больше человек владеет разными инструментами, тем он богаче как музыкант, он свою музыку играет лучше, интереснее. Это к слову. Так вот, он был хорошим скрипачом и мог, в общем-то, этим зарабатывать на жизнь. А еще он был знатоком музыкальных инструментов, вообще органов в частности. И в этом качестве пользовался в Германии большим авторитетом и спросом. Часто, когда в том или ином месте, в том или ином городе Германии создавали новый орган или решили переделывать, совершенствовать, починить старый в качестве экспорта, который ценит достоинство и необходимость этой переделки, приглашали на его Иоганна Себастьяна Баха. А еще он был изобретателем музыкальных инструментов. Он придумал новый инструмент виола помпоза. Виола помпоза. Это струнный смычковый инструмент. Он искал новых звучаний. Он вообще был очень пытливым, любознательным человеком, который стремился ввести новое в жизнь. Он был новатором в этом смысле. Это с его легкой руки в музыку был введен хорошо темперированный строй, которому пользуется уже 300 лет, и чуть меньше. Теоретики его придумали, но музыканты не решались его использовать. Вот он первым его использовал, написал для инструментов, настроенных так, как вот фортепиано, оно настроено хорошо темперировано, как и ваш фортепиано. Так вот, он первым в истории музыки написал для такого инструмента произведение. И приучил людей, что да, строй хорош. Вот так. При всем при этом судьба композитора Баха была драматична. Судьба исполнителя была счастлива. Его в Германии знали, уважали как блестящего органиста, клавесиниста. Его ценили в этом качестве и как кантора ценили. А вот как композитора знали немногие, понимали еще меньше. И известна была скромная, маленькая, какая-то общенациональная известность, как у Телемана, какая слава, какая знаменитость, это ничего не было. Он не Телеман, не Гендель, это тем Германия восхищалась, ценила тогда. И при жизни Себастьяна Баха, он же был почтенный человек, у него были взрослые сыновья, о нем говорили вот как. Это отец тех самых Бахов. Те самые Бахи, знаменитые Бахи, это были его сыновья. А для большинства он был отцом этих знаменитых музыкантов. Не он был знаменитым.
Поэтому, когда вы читаете книги 18 века, или о 18 веке, о Гайдне, о Моцарте, и там упоминается Бах, имеется в виду не Иоганн Себастьян Бах, а один из его сыновей. Вот они тогда были известны, знамениты на всю Европу, а не он. Он был папа этих самых Бахов. И такое тоже бывает в жизни, как и вещах. И парадокс в том, что как отец и как учитель, вот это еще одна его профессия, он был прекрасным учителем. Ну, кроме того, что он воспитал блестящих знаменитых композиторов той эпохи, своих сыновей, я назову их позже, у него были другие ученики, которые были известны в Германии. Один из них, кстати, был его зять, то есть муж его дочери, Альт Николь, который о нем первую книгу-то и написал. Он был прекрасным преподавателем. Так вот, как учитель, как отец, он был бы счастлив. Он воспитал таких сыновей талантливых. Как музыкант, он блестящих обучил, там, великолепную школу. И мог гордиться им, и знала вся Европа. И звали на перебой в разные страны и города. Теперь представьте, как композитор. Он написал музыку такую, с которой их музыка была неистребима. Она интересна. Но у них музыка интересна, а у них гениальная. Но знали их, восхищались ими, а не им. Вот, например, он выступал, уже будучи старым человеком, возле Берлина, из города Потсдам. Там была резиденция короля прусского, Фридриха II, по-моему, я уже не помню. Ну, который любил играть на флейте очень. Вот. И как его пригласили? А Фридриха работал его композитором, знаменитый Филипп Эммануэль Бах. Так вот. Ну и король спрашивает, я слышал, ваш папа тоже музыкант, тоже там наигрывает. Да. Он пригласите к себе, хочу с ним поиграть, пригласить сюда. Тот приехал, и вот он играл с королем, король ему своей флейте любимый, а он на клавесине, на органе. Король стал доволен, что такой партнер-то, конечно. А Себастьян Бах даже потом писал знаменитые фуги на тему, которую предложил король. Тема так себе, а фуги гениальные. Потому что гений может даже из ничего сделать конфетку, что он и сделал. Мне повезло, я на этом инструменте не то что доиграл, на нем не поиграешь, потому что он уже рассохшийся. Но просто несколько раз понажимал клавишу, и было такое счастье, что прикоснулся к инструменту, на котором Иоганн Себастьян Бах играл с королем. Это было опоздание. Так вот, более того, помните, Гендель умер, британцы поставили памяти, устроили фестивали, и с тех пор исполняют, а музыку исполняет весь период. Себастьян Бах умер, и Германию забыла мгновенно. И не помнила 3/4 века, почти век. И не знала, что у него был такой гений. И лишь потом, в 19 веке, по сути, открыли, ах, у нас был такой музыкант. Обидно, тяжело. А теперь немцы не представляют своей великой культуры без его музыки, потому что это украшение, это гордость германской культуры. Эпоха богатая на гениев, эпоха барокко, но самый величайший у них у немцев. Для нас фамилия Бах иностранная, и, может быть, поэтому звучная, для немцев заурядная фамилия, как у нас там Иванов, Попов, Сивцев, Протодьяконов и так далее, так и для немцев. И все переводится просто. Иоганнович, Иван, Себастьян, Семенович, можно перевести. А Бах означает ручей. Как шутил мой умерший учитель, мэтр, Иван Семенович Ручев, говоря про него. В общем-то, почти точный перевод. Но в Германии воспринимали фамилию-то несколько иначе. Вот почему. Но представьте, вот есть фамилии, которые себя носили на профессии. Вот, скажем, в Якутии есть фамилия Самсонов. Профессор Самсонов, доктор наук. Его родители были учителя, его дедушки, бабушки, его дети учителя, и внуки учителя, преподаватели. Учительская семья, род такой. Вот Бахе это музыкальная семья. Там чуть ли не 60% были музыкантами. В предыдущем поколении, в предыдущем и так далее. Там, чуть ли не до 14 века. Поэтому, если кто в Тюрингии говорил Бах, наверное, музыкант. Пожалуйста, вероятнее всего музыкант. Может быть, конечно, не музыкант, но, наверное, музыкант. Это были синонимы. Если Бахи музыкант, а если музыканты, может быть, Бахи будут. Это, конечно, другие музыканты. Так вот, то есть это семья не Генделя, где от музыки так папа шарахался. А вообще-то сам папа у Баха был пекарем. Весьма достойно уважаемой профессии в Европе. Пекарем. Но он же с музыкальной семьей, поэтому он любил петь, любил играть, сочинял. Музыка поощрялась, семья культивировалась. И поэтому никаких возражений, что вот музыкантов не было, как уважаемая профессия. Себастьян Бах написал огромное количество музыки. Не Телеман, конечно.
Вы догадываетесь, можно написать много и не очень хорошо, можно писать мало и гениально. Так вот, если взять вот столько написано Себастьяном Бахом и сравнить с тем, что вот столько написал Телеман, вот, то я думаю, что Телеман мечтал бы хотя бы 10-ю часть созданного Бахом написать. Что даже 10-я часть перевесит все созданное Телеманом. Это гениальная музыка. И сравнишь не только с Телеманом, с немцем, а с современниками. Вот слушаешь, например, Вивальди оркестровую музыку, блестяще, эффектно, ярко, мне нравится. Но когда слушаешь оркестровую музыку, Баха понимаешь, у Баха глубже, серьезнее, богаче, скажем так, более калорийно, более питательная музыка. Это как, знаете, купить нектар с коробки или купить сок неразведенный. Так вот, рядом с музыкой Баха, музыка многих кажется таким нектаром, не 50% только содержимого, а остальная вода. А музыка Себастьяна Баха — концентрат содержания, чувств, мыслей. Так, и еще Бах — это редкий случай, когда у композитора все великое во всех жанрах. Немногие музыканты в истории музыки могут похвалиться. Вот Моцарт, к примеру. Чайковский из русских. Больше я никого не назову, что не Бетховен, не Шостакович, но может быть еще Прокофьев. Вот и все. А у него во всех жанрах великая музыка. Даже если он написал в каком-то жанре немного произведений, и там есть великая и гениальная музыка. Это не многим дается быть везде великим. Так. То есть заурядных, проходных произведений у Себастьяна Баха нет. Он подходил к этому очень серьезно. Его счастье, несчастье вот что. Я говорил, что его мало знали, ценили как композитора. Если вас удивляет, поясню. Тогда было принято вот что если ты музыкант, играешь, исполняешь, чем-то дирижируешь, то, вероятнее всего, ты сочиняешь музыку. То есть сочинение музыки не было чем-то особым. Ах, он сочиняет музыку, он композитор. Для любого музыканта это было обычным делом, хоть немного да сочинять. И поэтому то, что сейчас, он кантор, он органист, он сам, конечно, сочиняет что-то. Я вас подожду вот какой мысли. Когда композитор знаменит, известен, на него сыплются заказы, напишите то, напишите это звучит везде. А мы заказывали редко, мало. Что из этого? А вот что. Когда композитору дают заказ, он пишет не для себя, а для публики, для рынка. Он исходит из вкусов заказчика. Это естественно, это справедливо, правильно. Но иногда он вынужден идти поперек себя. Ему это не очень нравится, но так требует заказчик. Себастьян Бах, как сказали бы по-русски, писал 90% музыки в стол для себя. То есть не было, что ее кто-то купит, закажет, издаст или исполнит. Поэтому для себя. А для себя писал, руководствуясь тем, какие требования он предъявлял к музыке, высочайшие. Поэтому чего-то такого легковесного, так, на продажу быстрее сделать и продать, как Телеман не писал. Не мог себе позволить. Поэтому львиная часть музыка высококлассная. И еще относительно кто-то исполнит. Тогда ведь было принято так. Если ты композитор, придумал музыку, молодец, вот сам исполняй. Сами исполняли. А почему кто-то другой будет твою музыку исполнять? А у другого своя музыка, он ее будет исполнять. Это было естественно. Поэтому что Бах мог вспомнить, как клавирист, органист, как кантор со своим хором, как капельмейстер со своим оркестром, то он исполнял. А все остальное лежало в столах. И то мы, наверное, знаем не всю музыку Себастьяна Баха. Но на сегодня известно более 1300 рукописей, принадлежность которых Себастьяну Баху подтверждена. Ученые, они исследуются. Учитель не столько, образно выражаясь. Но это только то, что уже найдено. Скажите, а что, куда могу обратиться? Он был прекрасным отцом. Да сыновья оказались не лучшими детьми. Да и дочка тоже. Хотя дочка в большей мере. Почему? Он не оставил им состояние, он был человеком среднего достатка. Ну, как современный российский преподаватель, к примеру. Или средний музыкант. Верно. Он оставил своим сыновьям свои рукописи, свое творческое наследие. А что они отнеслись к этому легкомысленно, если не сказать резче. Один забыл начать идти дома, махнул рукой. Другой сын, старший, Телеман, в общем-то, пропил, по сути, все наследство. Я ему друг рукописи продавал. Он был самым талантливым. Простите, я назвал Телеман, говорился. Вильгельм Фридеман, блестящий музыкант. Сам Бах, отец понимал, что сам талантливый. Но все пропил. Вот. То есть многое разошлось. Рукописи куда-то исчезли, пропали, к сожалению. И такое тоже было.
И они считали, что папа пишет, конечно, он молодец, он пишет музыку профессиональную, крепкую, но она старомодная, неинтересная, скучная, никто сейчас слушать не будет. Вот так относились дети к музыкантам. То есть они не понимали вообще по-настоящему величия гения, хотя были блестящие музыканты. И такое тоже бывает. Как-то, кстати, горько узнать. К счастью, он об этом не узнал уже много. Так вот, поэтому он писал не для рынка, для себя. И критерием были только собственные требования к искусству. А искусство должно быть возвышенным, благородным, содержательным, учить человека лучшему, добру, свету, возвышать его душу и не развлекательным. У него есть музыка развлекать, немножечко, так первоклассная. И шутливая музыка, веселая, но ее немного. Он создал такую музыку, которую человека делала лучше, душевно, облагораживала. Вот почему Себастьян Бах в одном единственном жанре не писал ни одной ноты. В жанре оперы. Оперу он знал, не любил и не сказал почему. Вот сын восхищался оперой, он назвал, понимаете, нас слышно, дрезденские песенки. Почему дрезденские? Да потому что в Дрездене был тоже оперный театр некоторое время, при короле. А песенки, потому что считал это жанр легкомысленным, пустым, никчемным, ничему не обучающим, не завышающим душу. В большой мере был прав. Потому что сюжеты тогдашних опер и облик тогдашних опер-серии не способствуют этому. А он искал в искусстве сюжетов, тем важных, глубоких, вечных, которые нас, как людей, делают лучше, облагораживают, возвышают. В опере не находил, поэтому принципиально писал. Хотя мог бы быть великим оперным композитором. У него есть несколько кантат, которые можно было бы с легкостью превратить в оперу. Поясню, тогда ведь оперы-то немцы писали только в итальянском стиле, но сюжеты мифические. А ему этот стиль, эти сюжеты были не близкие, особенно сюжеты мифические сюжеты, потому что рядовому человеку они мало что говорили, были непонятны. Он хотел быть понятым немцами. И поэтому все его творчество, во-первых, на немецком языке. Так, а вот о стилях мы с вами поговорим. Вы слышали, что он был человеком небогатым, и провинциальный рядовой музыкант, у которого не было денег поехать в Италию, как они были в Генделе. Гендель заработал на оперу, денежки поехал. Себастьян Бах мечтал пожить там, поучиться, послушать, но не привел Господь. И вот парадоксально, музыкант, не выезжавший из Германии никогда, также блестящий, знал мировую музыку тогда, то есть европейскую, ну, германскую, понятно, итальянскую, французскую, британскую, как знал и Гендель, а может быть и лучше. И не просто знал, а сумел в своей музыке, в своих произведениях, вот все эти стили, германский, итальянский, французский, британский, объединить. Поэтому музыка — это музыка и немецкая одновременно, и музыка общеевропейская, поэтому многим близка, понятна. Как немецкий композитор, он сумел изучить все достижения великих предшественников 17 века, а предшественников было много. Шюц, Шейн, Букстехуда, Фробергер, Пахельбель, Иоганн Кунау. Немцев было много великих музыкантов. И вот все это в своем творчестве объединить, использовать достижения. Так, а еще, будучи великим, гениальным, если называть вещи именами своими, вот, он, бывает так, человек гений, для него все остальные пониже его. И он не считает нужным слушать что-то музыку, учиться на этой музыке или оценивать достижения другого. Ну как он может быть таким же хорошим, если я великий? Есть такие музыканты, были и будут, наверное. Так вот, он восхищался музыкой и Рамо, и Куперена, к примеру, и Фрискобальди, знаменитого итальянского органиста, квадриста, музыка Генделя. Но он не просто восхищался. Он сумел то яркое, лучшее, что было в их музыке, использовать, вставить в свои произведения, сделать своим. И вообще это делает любой великий гений. Так делал и Моцарт, так делал и Бетховен, так делал и Шопен, и Рахманинов, и Чайковский. Так, поэтому, прежде всего, Иоганн Себастьян Бах своей музыкой — это тот человек, который сумел подвести итог эпохи барокко, обобщить все, что было создано наилучшего в своей музыке, и дать первоклассный результат. Поэтому его музыка, его произведения — самые великие, пышные, красивые, богатые плоды эпохи барокко. Он подвел итог. А еще он подвел итог многосоветному развитию полифонии. Вот почему его музыка, хотя полифония для него была уже
лет так 500. Его музыка – это величайшая полифоническая музыка. И любой из нас, когда начинает учиться играть полифоническую музыку на клавишном инструменте, начинает с нее. И в основном играет ее. Хотя, повторю, много было полифонических музыкантов. И до, и вольно, и после. А теперь, девушки, чтобы вы были образованными музыкантами, чтобы не получилось, как в анекдоте, что есть только один Бах, Себастьян Иоганн, другого не знаю, не знать не хочу. Вторых много, только отец гениален, а сыновья великие. Их музыка звучит по всей Европе, только в России не звучит, но это уже наша вина, российских музыкантов. Не удивляйтесь вопросу встречному со стороны образованного музыканта. Какой Бах? А вас могут спросить, музыку какого Баха вы имеете в виду? Потому что, запомните, был Вильгельм Фридеман, старший сын, самый талантливый. И самый... Вильгельм Фридеман. Вильгельм Фридеман. У европейцев нет творчеств, в отличие от нас. Но у них может быть 2, 3, 4 имени. Это обычное дело. Вот, например, как звали Моцарта. Вольфганг, Иоганн, Хризостом, Готлиб, Теофил. Одно я забыл, а потом Моцарт. Так что убирайся на вкус, как говорится. И второе, когда мы слышим Иоганн Себастьян, в общем-то, главное имя не первое, а второе. Запомните. Поэтому через говорит Себастьян Бах, а не Иоганн. Тем более, что Иоганна Баха вот столько было. Вагона маленькая тележка. Ну, такой, знаете, в этой семье распространенная имечка. Дальше. Итак, Вильгельм Фридеман, блестящий музыкант. Но повторяю, какой-то горемыч такой, без царя в голове, в общем, много вина пил. И поэтому талант свой не воплотил до конца. Следующий по старшинству и по значимости, но более популярный сегодня. Филипп Эммануил. Филипп Эммануил. Блестящий музыкант. Он очень много написал великолепной клаверной музыки. В Европе она часто звучит. Он писал блестящую оркестровую музыку. Он много чего писал. Его называют берлинским или гамбургским. Объясняю почему. Потому что большой кусок жизни он работал в Гамбурге, главным музыкантом Гамбурга, директором музыкального немецкого. А другую часть жизни в Берлине, то есть в Потсдаме у Крайка. Так. И третий знаменитый, это только самый знаменитый Бах. Третий знаменитый Иоганн Кристиан Бах. Иоганн Кристиан. Его называют миланским и лондонским. По той же причине. Долго жил, работал в Милане, а это в Италии, кто забыл. Ну а потом в Лондоне, это в Англии, кто забыл. Так. Так вот, барышня, когда вы слышите, что вот музыка Баха повлияла, например, на Моцарта, на Гайдна, а это было так, на Бетховена, имеется не Иоганн Себастьян Бах, а его сыновья. На Гайдна, на Моцарта колоссальная музыка Филиппа Эммануила, например. Отчасти Иоганна Кристиана. Когда Моцарт приехал в Лондон, маленький, 11 лет парнишки, выступал там, его познакомились с местным светилой, звездой. Это был Иоганн Кристиан Бах. Он был страшно горд, что с таким знаменитым музыкантом. Он на него учился писать сонаты, симфонии. Иоганна Кристиана Бах. Это были самые модные тогда музыканты, самые знаменитые. Когда знаменитый французский писатель Стендаль был такой, кто не читал, а еще блестящий музыкальный писатель, написал музыку хорошо, обожал музыку. Упоминает Баха, он имеет в виду Иоганна Кристиана и Филиппа Эммануила прежде всего. Кстати, не будь Филиппа Эммануила с его клаверной музыкой, может, не было бы клаверной музыки и Гайдна и Моцарта. Когда вот поиграешь и понимаешь, как много они у него взяли. Он подготовил музыкальный сентиментализм. У нас, кстати, есть много Иоганна Кристиана. Простите, Филиппа Эммануила, возьмите, поиграет. Яркая музыка. Мне стало интересно, чем же восхищался народ в то время. Взял, значит, тетрадки, сыграл, да, было очень восхищаться. Итак, помните, вообще-то он учил не только сыновей, он учил всех, он всю семью научил. Он жену научил первую, вторую играть, он научил дочку играть, они хорошо играли. А поскольку он учил их играть, вот любому из нас, когда мы учимся, нужны ноты для этого, понятное дело. Но, во-первых, ноты тогда были дороги. А Себастьян Бах был не богат. И, как подозреваете, он был в семье один работающий. А детей тогда в семье было много. Так вот, покупать ноты было роскошью. И, кроме того, зачем композитору покупать ноты? Он может сам музыку написать. Поэтому это было естественно. Вот нужна музыка для обучать сыновей, дочек, жену. Но я напишу, я написал.
А чтобы из 7 никто не спутал, кому что. У них же был разный уровень. Сыновья играли в гагон, они же профессионалами стали потом. Он поступал так, он писал одну музыку жене, дочке, этому сыну, этому сыну. Вот почему, девочки, может, вы уже сталкивались с этим. Есть знаменитые тетрадки, нотная тетрадь Анны Магдалины Бах. Это те же мне. Туда он писал произведения, которых она училась играть на клавесине. Нотная тетрадь Филиппа Эммануила, Вильгельма Фридемана. То есть, да, вот такая тетрадь, куда он записывал нарочно сочиненное произведение для их обучения. Так что мы имеем такие вещи. Более того, такие его шедевры, из которых половину вы знаете, как инвенции, наверняка доиграли, двух или трехголосных, а тем более маленькие прелюдии фуги, а тем более легендарные прелюдии и фуги из хорошо темперированного клавира, и появились-то как произведения, придуманные для сыновей, чтобы они достигли высот в исполнительстве. То есть, как знать, не было у него сыновей, которых он решил делать музыкантами, не появились бы эти люди. Так часто бывает. За что ему большое отдельное спасибо. А тогда произведения, даже когда покупали, их не обязательно издавали, потому что покупали их на один раз, на одно исполнение. Поэтому единственное прижизненное издание произведения Себастьяна Баха, это было хорошо темперированный клавир, прелюдия фуги, с которой здесь вам уже задали выучить. Гениальная музыка. Но, повторяю, никто не спешил издавать, потому что мало кому интересовала эта музыка. Уж больно серьезный, как казалось бы. Поэтому он на свои деньги, скромный весьма, решил сам издать. Теперь представьте, написали книжку. Издатели к вам не спешат с контрактами. А вы считаете, что хорошая книжка, люди должны прочитать. Вы решили на собственные деньги издать. Но если у вас есть лишние 100 тысяч, идите, вам любой кусок печатает. А если нет? А у него таких денег не было, поэтому, чтобы расходы уменьшить, чтобы было по карману, он сам с дочкой и зятем поначалу делал набор. Вам трудно себе представить, мы живем в электронную пору. А раньше набирали тексты и ноты, вот как такие маленькие свинцовые фигурки, изображающие ножки, и клали в особые формы. Теперь представьте, сколько их нужно положить, чтобы вот такой лист текста напечатать. Тысячи. И вот он вечерами после работы вот так укладывал с дочкой и зятем. Но теперь они очень маленькие, глаза устают. А во-вторых, свинец, как понимаете, не очень полезен для здоровья. И вот так несколько месяцев они делали набор, чтобы уменьшить расходы, не печатали, потом не печатали. У него и так было зрение уже посаженное, поэтому он последний окончательно, после этого ослеп. Да, он умер в слепоте. Он умер в слепоте, лечили его, лечили полгода, делали операции, несколько, одну, вторую, третью, сделали третью, и вдруг зрение стало хорошим, стал прекрасно видеть. Он обрадовался, все, мир перед ним есть, во всем свете 3 дня. И бывает так, что эта вспышка здоровья последняя. Вот после этого он умирает. Ну, хоть свету сделать перед смертью, наверное. Видите, он прожил меньше на 9 лет, чем Генри. Умер в 1750 году, ровно посерединке века. Так что, как бы смысл, тогда и кончается великая эпоха барокко. Семья у него была большая, но тогда, как вы знаете, хоть и детей рожали много, их много умирало. Семья была высокая. Вот, поэтому детей-то осталось не 12, а гораздо меньше. Он 2 раза женился. Первая жена умерла относительно молодой. Он женился потом, потому что ведь нужно вести дом, нужно за детьми присматривать. А? От первого брака, да. Так вот, тогда было много у всех детей. Везде. Что в Германии, что в России, что в Якутии. Вот, например, у моей бабушки и дедушки, у них было 7. Тогда считалось нормой. Так. А сейчас пойди поищи, где это. Не может быть такого. А жили они беднее, чем. Даже не в деньгах счастья, а в наших душах. Итак, первая жена была музыкантом, то есть была певицей. Ну, хотя бы можно понять, что он делает, оценить. Себастьян Бах очень часто менял города. Не страны, страна одна, Германия. Но это для нас Германия. А тогда это Саксония, Тюрингия, Ганновер, Бавария и так далее. Это были разные вообще-то страны формально. Формальные границы движения. Но их тогда не было таких, как и сегодня в Европе. Только видишь, флаг новоанность. Может где-то там, в Бельгии или в Испании. Так вот, почему? Потому что он сказал, где лучше ему.
где лучше работа интереснее, где за нее больше платят, где будет легче детям учиться. Кстати, о детях. Да, все вы великие самые стали музыкантами, знаменитые музыканты, но он всем дал еще высшее немузыкальное образование. Все закончили университет. Этим он может гордиться. Кстати, по этой причине он переехал из городка Кетен в город Лейпциг. Почему? Лейпциг город большой, умный, культурный, и там университеты близлучи в Германии находятся. Чтобы сыновья могли учиться, он перебирался туда, хотя ему там не очень нравилось, там были свои сложности. Я вас подожду вот какой мысли, что когда мы изучаем музыку Иоганна Себастьяна Баха, то мы отходим от обычных мерок. А обычные мерки такие, вот еще, начальный период, зрелый период, поздний период. Больше так. У Себастьяна Баха все проще. Его период называется по названию городов, где он жил и работал. Он жил там, работал. Все, такой-то период. Поэтому говорят, вот ранний период, до 703 года. Как, кстати, у Гегеля забавно, да? Потом Веймарский период, жил, работал в Веймаре. Потом Кетенский период. И последний, для вас, к счастью, Лейпцигский период. Но больше он прожил, работал в городе Лейпциг. Так правильно по-немецки. Не Лейпциг, как мы говорим, а Лейпциг. Так, дело в том, что, так сказать, а как же там зрелость, мастерство? Он молодой да ранний. Он очень рано сделался мастером в своем деле. Он рано стал зрелым. Ну, все слышали хотя бы запись легендарной токкаты и фугеры минор Иоганна. Слышали? Гениальная музыка. А парню-то было 18 лет. Как рано он созрел как музыкант. Что эту музыку, во-первых, мог играть блестяще, созрел как исполнитель и как композитор. Другие 50 лет ждут, чтобы такое написал. А он уже 18 лет. Но и потом музыка была все лучше и лучше. Так что он рано достиг мастерства, самобытности, то есть непохожести на других музыкантов и зрелости. И вот этот высочайший уровень остался до конца. А это тоже не нравится. Что, знаете, бывает, жизнь человека вообще творческая такая вот. Черная полоса, белая полоса. Взлет, падение, взлет, падение. А вот ему из какого куска музыку не возьмешь, всегда высочайший. Слабые мысли, проходные. Так, ладно, пока вы не шли, ничего, потом будут обиды. Я была, вы не записали меня, что ваши виды сегодня впереди. Так. Так, Валерий Толмач. Здесь. Четочка, еще полмесяца. Я вас запомнил. Так, Анна Кириленко. Соло. Прекрасно. Так. А наверное, повезло, вас запомнил, вас фамилия, кстати. Ну, очень редкая. Так, Лера Старбуева. Здесь. Здесь. Юлия Армеец. Здесь. Жанна Скрыбыкина. Наталья Фисенко. Здесь. Так, Анна Большакова. Здесь. Так, ну, поскольку Евгений единственный, ну, смог полностью понять, что его нет. Так, Туяра Анофриева. Итак, прочитайте описание жизненного и творческого пути Иоганна Себастьяна Баха. Напоминаю, во вторник, значит, понедельник, аудиотест по музыке барокко и творчество Гегеля. Прочитать в учебнике главу, рассказывающую о жизненном и творческом пути Иоганна Себастьяна Баха. Правильно? А это понедельник будет спрашивать? Вы не слушаете. Нет, не скажете. а Аудиотест будет в понедельник. Поэтому не забудьте взять список, чтобы знать, что слушать. Потому что если вы скажете в понедельник, ой, а я не знал, что слушать, я вам посмотреть в глаза. А вы должны знать. И списком предлагаю уже вторую неделю. Не вы упал, не берете. Так, теперь. Правильно говорю, вообще не Иоганн, как мы говорим, Йохан по-немецки. Но у нас почему-то упор немецкая ха произносится как Г. И еще одно примечание. Другой великий музыкант, хотя я высоко ценил Генделя, прежде всего Генделя, Бетховена, когда хорошо знакомился с музыкой, Себастьян Бах сказал, имя ему не ручей на море. Поясню. Бах по-немецки ручей. Так вот. Но Бетховен один из немногих первых понял, что это океан. Океан чувств, переживаний, мыслей. Поэтому имя ему не ручей на море.
Вот это выражение очень точно, глубокое, буквально осталось, в любом русском познании. И это чистая правда. Я вообще даже сказал не море, а океан. И Себастьян Бах, он это океан, огромный, колоссальный, он как Тихий океан. Так, да, что на сегодня все, до встречи через неделю.